Итак, дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Это «Аспекты Башкортостан» с утренним шоу «Аспекты Республики». И с вами сегодня здесь Женя Коноплин. И Руслан Валиев, доброе утро. Доброе утро. Итак, друзья, мы работаем, и наш чат функционирует, поэтому будьте с нами. Я сообщаю, что за окном среда, 18 февраля 2026 года. Так, поправим кое-какие детали. И сейчас в Башкортостане 10 часов и 2 минуты почти, в Берлине и Дрездене 6 часов 2 минуты. В общем, все на своих местах. У нас совместный эфир сегодня первый на этой неделе, и вроде бы по плану последний даже, да? Вот, поэтому, в общем, дерзайте, как говорится, пока есть возможность. Новости в стране, в Республике Башкортостан, в мире в том числе, это все то, что мы обсуждаем и стараемся, как говорится, не упускать из внимания. Так, все ли в порядке со звуком? Есть жалобы, по-моему, уже тут вот даже от коллег, что меня слышно чуть хуже. Я должен работать над тем, чтобы эту ситуацию исправлять. И смотреть, есть ли новости, есть ли свежие новости к этому часу, для того, чтобы мы могли с них с вами начать наш разговор. А их, собственно, пока нет. Ну, рано, как говорится, да? Немножечко подождать. А вот, пожалуйста, вот и они. Ну что ж, поехали. В Запорожье 1 человек погиб и 6 получили ранения в результате российской атаки, сообщила спасательная служба Украины. Повреждения получили 2 девятиэтажных жилых дома. Кроме того, сообщалось о взрывах в Николаеве. Позднее местные власти подтвердили повреждения частных домов, но пострадавших нет. Украинские военные нанесли очередной ракетный удар по энергосистеме Белгорода. Как сообщает телеграм-канал «Пепел», была атакована электроподстанция Фрунзенская. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, масштаб повреждений будет окончательно ясен в светлое время суток. Кроме того, обломки сбитой ракеты упали на дом на улице Костюкова. Переговоры в Женеве о мирном урегулировании в Украине зашли в тупик из-за позиции Владимира Мединского. Об этом со ссылкой на 2 источника сообщает издание «Аксиос». Так. Да, прошу прощения. Источник Интерфакса с российской стороны назвал вчерашнюю встречу очень напряженной. Переговоры, которые длились около 6 часов, продолжатся и сегодня. В Швеции по запросу США задержан гражданин России, которого обвиняют в нарушении санкционного законодательства. Как сообщил телеканал ТВ-4, россиянин находится под стражей с декабря. Ведутся переговоры о его экстрадиции в США. Подробности обвинения и имя фигуранта не раскрываются. Основательница открытого пространства Александра Крыленкова объявила о его закрытии. Она связала это решение с недавним внесением проекта в список иноагентов. То есть открытое пространство – это название проекта. А также с включением в список его участников людей, которые не имеют отношения к его работе. Открытое пространство работало с 2012 года, занимаясь поддержкой гражданских активистов. Конгресс Перу вынес вотум недоверия президенту страны Хосе Хири. Поводом стали его встречи с китайскими предпринимателями, не внесенные в официальный график. Ведется расследование по подозрению в незаконном покровительстве и злоупотреблении влиянием. Следующие выборы в стране намечены на 12 апреля. Российская фигуристка Аделия Петросян заняла 5-е место по итогам короткой программы на Олимпиаде в Италии. По сумме баллов ее обошли 3 представительницы Японии и американка. С произвольной программой фигуристки выступят 19 февраля. Петросян участвует в Олимпиаде под нейтральным флагом. Вот такие новости мы к этому часу получили. И, надо сказать, довольно-таки оперативная сводка к утру, что немаловажно. Так, ну, насчет, собственно, этих очередных переговоров.
Что мы имеем? У нас есть сообщение, во-первых, о том, что российско-украинские переговоры зашли в тупик из-за Мединского. Об этом сообщает Axios со ссылкой на на два источника Мгм. знакомых ситуаций. По их словам, причиной стал Мединский. Возглавляющий российскую делегацию, в отличие от предыдущих раундов, где переговоры вели военные. Видимо, Мединский там, так скажем, пошел, как обычно, в свое такое твердолобое пробивание позиций территориальных в первую очередь. Еще у нас было сообщение о том, что украинская делегация поссорилась между собой на переговорах. Вот тоже я смотрю, но пока что тут конкретно новости не вижу. Ну, в общем, да, я вчера читал о том, что есть те будановские, так скажем, переговорщики, которые пытаются быстрее достигнуть любого какого-то соглашения. Будановские, что интересы Украины лучше всего будут обеспечены быстрым соглашением под руководством США и опасается, что окно действий может скоро закрыться. Другое крыло под влиянием, по всей видимости, Ермака, ушедшего в конце 2025 года, гораздо менее к этому склонно. А Владимир Зеленский, это, по мнению Economist, занимает немножко такую, знаешь, дальше в какой-то степени путинскую раннюю позицию, которая балансирует между ними, и, имея собственные идеи, вот он пытается как-то вальсировать во всей ситуации. Вот. А то, что там какой-то спор произошел прямо на время переговоров, это вот тоже, опять же, The Economist сообщали. Я же вообще не понимаю, о чем можно, собственно, сейчас разговаривать, потому что действительно мы знаем, что у Мединского абсолютно такая тупая, я бы сказал, позиция, в смысле, что отдайте все, что мы хотим, а то мы еще заберем. Мы это неоднократно слышали от него. А у Украины на такие тезисы не будет какое-то желание какое-то двигаться навстречу в территориальных вопросах. Американцы с европейцами скажут, что действительно хорошо поговорили. Но Если мы же Трампа, да, видели. вспоминать, Ну да. очень хороший разговор, любит он говорить, после любых переговоров. Так, я пытаюсь понять все-таки, что у нас с качеством звука. Говорят, что не очень хорошо меня слышно до сих Я пор. могу сказать, что погромче тебя слышно прямо сейчас, но есть ощущение, что да, ты на полтона, на тон ниже, чем я. Надо же. Друзья, а как вы там на выходе? Что в результате мы слышим в трансляции? Пожалуйста, кто-нибудь напишите на эту тему. Так. Сейчас нормально, сейчас прям громко. Ну я тут кое-какие манипуляции проделал, поэтому отлично. Но вот я-то чаще всего вообще в микрофон не смотрю, и так бывает слышно, а тут пришлось что-то мутить. Чат у нас тем временем ожил, давайте на него внимание обратим. Бабовна Наталья Фируза Гозель Галена, Азат, Дамир, Юзер, Софья, Рима. На месте. И вот уже вопрос даже тут от Азата. Как вы относитесь к Майклу Наки? Хороший вопрос. Поскольку Майкл Наки бывший коллега по «Эху Москвы», в этом смысле я его, не то чтобы лично знаю, лично вообще не знаком, но много слышал его в качестве ведущего еще в стародавние времена. Он такой, скажем, парень молодец. И сейчас он делает важную работу в плане того, что каждый день освещает военную сводку. Так, по-моему, никто. Вот в таком качестве, как он, по крайней мере, в моем поле зрения, никто не делает. То есть он передает вести с полей. Как человек, тоже, наверное, молодец. Единственное, меня смущает его категоричность в некоторых вопросах. Вот он осуждает
очень категорично, например, Алексея Алексеевича Венедиктова, бывшего своего шефа, за то, что у того есть какие-то, значит, косяки в прошлом, ну, как то дистанционное Ну голосование да, и его прочее. открыто пропутинским называют. Это Вот. И это ужасно, на мой взгляд, потому что все-таки есть полутона. На эту тему, насколько я помню, недавно он с Дудем разговаривал, я внимательно смотрел, и что-то стало чуть-чуть понятнее, но все равно как бы вот в категоричности я бы ему отказал. Ну, в смысле, вы мою позицию знаете. Я стараюсь все-таки как-то посмотреть шире и видеть полутона, и призываю договариваться. Вот и все. Но все это мелочи, потому что главное, если уж вы спрашиваете про конкретного Майкла Наки, то он молодец, потому что делает важную работу. Все, кто делают важную работу, антивоенную, все молодцы. Вот и все. Ну, я просто призываю чаще смотреть журналистов, а не пропагандистов. Майкл Наки, безусловно, пропагандист, и любой тезис, высказанный им, он проходит через вот эту призму, через спектр самого Наки. И это смотреть, ну, можно, мне кажется, в большей степени, чтобы себя развлечь, не чтобы какую-то новую информацию узнать. Безусловно, я познакомился со многими тезисами Z всяких там вот этих блогеров, да, телеграмных, анонимных, которые там что-то вещают. И мне интересно было через него понять, как вообще построены настроения этих товарищей, вот, и что они вообще из себя представляют. В этом плане, да, мне было интересно. Все, что Наки начинает вещать, он зачастую именно вот высказывая сомнения, он очень радикальный, он не заставляет думать, к большому сожалению. Мне кажется, что лучше тут на журналистов обращать внимание. А есть такие, кто вот военные сводки делает на каждодневной основе? Я других не знаю вообще. Как Ну, бы появляются есть. же какие-то эксперты у того же ЖГ, там, и у других, Да, ну собственно. Юрий Федоров, например, на Breakfast Show старается быть объективным. Ну, он как бы короче, что ли. Хотя, с другой стороны, о чем много говорить, да? Я понимаю. А вот, например, Бабов пишет, что во всем солидарно с Наки. Интересно, интересно. Вот. По поводу Венедиктова я категорически не согласен со всеми, кто его, ну, скажем так, лишает субъектности буквально и права называться честным человеком в целом. То есть, работая в системе российской власти, я не знаю, если это назвать в широком смысле, ну, нельзя было не иметь способности договариваться. Если бы он не имел способности договариваться, не было бы «Эхо Москвы» давным-давно. Не было бы нашей редакции в Уфе, соответственно, если бы я, в том числе, где-то не умел договариваться. При этом Ну, ты это никак понимаешь, не время мешало же журналистам. меняется. Венедиктов в профессии находится очень давно, и его подходы, о которых ты говоришь, и которые тебе понятны, и причины таких подходов тебе понятны. Они людям там из более молодых поколений, они зачастую неприемлемы, да, и, собственно, сейчас, особенно в военное время, и вот в последние годы, понимаешь, это эскалация эмоций. Венедиктов, понятно, что человек не святой, да, и понятно, что его есть за что критиковать, безусловно. Может быть, даже человеку, который вот внутри находился всей этой истории, ему что-то является противным. Ну, это частное мнение. Я думаю, что Венедиктов просто как фигура крупнее, на самом деле. И я не думаю, что его это сильно колышет, на самом деле. Его, да, это вот меня радует. Я на него смотрю и пытаюсь брать с него пример в этом смысле тоже. Потому что он как бы на эту тему иронизирует, смеется и шутит по поводу аптеки за углом. Ну ладно. Да. Да, давайте со смеха начнем. Давайте немножко посмеемся тоже, потому что вчера пошла новость о том, что ваш покорный слуга ни много ни мало. Сейчас, одну секунду, это надо найти, это шикарно. Да, живущий в Германии уфимский оппозиционер Евгений Коноплин собирает команду, чтобы не допустить выступления башкирской группы «Аяла» в Берлине. Вот такая вот новость, ни много ни мало. Прозвучавшая из телеграм-канала, который, опять же, реагировать приходится, потому что этот телеграм-канал время от времени выдает что-то интересное, что-то важное. И когда при этом
ты смотришь, что параллельно про тебя выходит такая вот, я даже не знаю, как это назвать, каким, каким словом, какая-то хренотень про тебя выходит, про то, что я вот действительно собираю людей. Я слышал какие-то куски выступления Руслана по группе Аяла и его мнению, да, о том, что там должно быть, что не должно быть, куда они должны ездить, куда им не следует, наверное, сейчас ездить. Я как такой немножко чуть-чуть, вот если спектр взять политический, чуть-чуть правый либерал, все-таки не сильный, я правый, мягко говоря, могу сказать, что для меня вопрос важен вот с точки зрения голосования рублем. Если люди, познакомившись, захотят пойти на группу, которая выступала в Крыму, если им норм, собственно, абстрагироваться и послушать песни от группы, у которой один из участников всячески заданулся, ну, пускай идут. Жень, Основная ну это... масса людей, Я знаю кучу людей с правильными взглядами из нашего комьюнити. Они да. пойдут, им пофигу на эти все рассуждения про Крым, потому что они хотят прикоснуться Ну к вот я своей против культуре. этой левацкой позиции, понимаешь, там что-то кому-то ходить запрещать, кого-то там пускать, кого-то не пускать. Для меня вот они должны быть, собственно, понятны. Есть украинцы, у которых есть, безусловно, своя позиция по этому поводу, и они будут сильно недовольны тем, что люди, которые в Крыму выступали, пойдут. Я думаю, что это в их компетенции именно запрещать. Я сейчас, Руслан, не про то, что как бы и вот я точно не пойду собирать людей среди нашей какой-нибудь, например, диаспоры, да, для того, чтобы ходить и людям буквально пытаться именно рассказать местным организаторам концертов, да, что они не должны выступать и прочее. Я считаю, что это их репутационные потери, и многие-многие люди, они не пойдут. Все, что мы могли сделать, это то, что мы единственные, естественно, единственные, написали новость о том, что вот группа Яла едет в тур, а еще вы знаете, они вот этим, вот этим, вот этим занимались, вот такие у них были высказывания. Все. Ну, Мгм. а то, что людям, видимо, нечего делать, и они сочиняют такие новости, но мне очень интересно понять, конечно, кто это и зачем это делается, и почему именно вокруг меня, но не может не радовать. Спасибо большое за внимание. Вот. Да уж, это, конечно, откуда такие мысли у людей возникают. Может быть, конечно, это и выглядит в некотором роде логичным, да, но почему именно это Женя должен делать? Я думаю, что достаточно действительно тех людей, кто могут собрать вокруг себя единомышленников, способных выйти на митинг. Я не знаю, те же украинцы могут, хотя им, конечно, Вот тут наверное, да, вообще не до тут этого. украинцы, но я думаю, что им просто не особо знакома Яла, и они далеки от этого, да, это все-таки хайп был основной в Центральной Азии, там еще в каких-то странах, да, в республиках национальных в России, в основном именно вот такой ядерный электорат, так скажем. А среди тех, кто из башкортостанцев находится в Германии, конечно, да, Женя Руслан. Но какой я оппозиционный политик из Германии, я не очень понимаю. Вроде политической деятельностью не занимался. Мне кажется, политика — человек, который избирается, политика — человек, который, собственно, в политической партии что-то делает. Я в политической партии ни в какой не нахожусь, в выборах не участвую, да и не могу. Мне Толкачев запретил. Ага, да. Вот тут пишут почему-то про Толкачева. Ну, понятно, человек пожилой, как мумия пришел возложить цветы, пишет нам Вальмир Акмуллинский со слов своего знакомого. Да, наверное, человек не молодой, что ж там скажешь. И пора бы, наверное, уже на пенсию, наверное, и сам бы уже хотел, если честно. Вот, а Бабовна пишет сверху, что не время нудных Венедиктова и обоих Пастуховых. А Пастуховых два? Разве? Ну, в смысле таких стереотипных, да. Ну вот опять же, но людям хочется, чтобы кто-то орал, вот, чтобы орал, что твари надо вот всех мочить. Ну смотрите, А как Александр, же мы, я тогда не школу это понимаю, сочинил Александр Глебович Невзоров. Вот можно смотреть, но это не имеет отношения ни к журналистике, ни к какому-то контенту, который заставляет лучше понимать ситуацию и глубже ее воспринимать. Зачем вам нужны глашатаи, которые орут даже какие-то правильные вещи? Ну, вы сами догадаться не можете до этих правильных вещей. Ну, я могу. Мне Майкл Найки для этого не нужен. Я не очень.
Вот я в последнее время переживаю, что и так уже как бы, да, радикализуюсь больно и как бы называю многие вещи буквально своими именами, эмоционально и так далее. Но при этом люди, бывает, пишут комментарии, что вот, вокруг да около хожу, что надо бы пожестче, надо бы еще громче называть вещи своими именами. Прям таки теряюсь в догадках, а что же лучше на самом деле. Я, как говорится, с удовольствием, наверное, пустился бы во все тяжкие. Это легче на самом деле. Легче орать, слюной брызгать и, в общем-то, не подбирать слов. Потому что действительно, вроде говоришь все, что думаешь, это же проще. Как думают зрители наши остальные? Давайте тоже на эту тему порассуждаем. Может быть, не прямо сейчас, но в принципе. Пишите комментарии. Вот, Бабовна, видимо, хочет пожестче. Но Мне кажется, у продолжает. нас и так очень много людей, которые так или иначе любой такого рода радикализм заканчивается разжиганием какой-то розни и ненавистью, эскалацией ненависти. Зачем нужна эскалация ненависти? Куда ее еще больше плодить, я не Ее и так очень. много, да? Да. Ну, конечно, ну, можно быть как бы человеком, который пытается заниматься, и есть определенные рамки профессии. А Майкл Наки, я думаю, что должен сказать, я думаю, что, наверное, он сам это понимает, может быть, где-то даже говорил, что он не журналист. Как Дмитрий Гордон, да, как другие какие-то люди такого рода. Мне Да. кажется, на рынке очень много предложений, которые, собственно, удовлетворят любой вкус на эту тему. Так, ну, я предлагаю перейти к новостям. Новостям, в том числе из Башкортостана. Вот то, о чем я вчера, к сожалению, вообще никак не упомянул, потому что вообще не знал, вот каюсь. Дело в том, что 16 февраля, в очередную годовщину убийства Алексея Навального, Кремлем в Ямальской колонии, в Уфе в том числе нашлись герои, не побоюсь этого слова, наши соотечественники, наши замечательные земляки, которые пришли возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Традиционное место, где собираются наши с вами единомышленники, скажем так. И вот стало известно о том, что полиция задержала как минимум 7 или даже 9 участников этих событий, доставила в отделение, продержала там до позднего вечера. 7 как минимум написали, судя по всему, точнее подписали выданное им предостережение о недопустимости противоправных действий. Тоже известный документ, когда-то даже я его получал, будучи еще шеф-редактором «Эхо Москвы». Вот. И, например, по некоторым данным, это уже в СМИ не освещалось, но есть анонимная информация на эту тему. Вчера уже, то есть через сутки после этих событий, как минимум одного участника тех событий допрашивали в Центре по борьбе с экстремизмом и вели жесткие беседы, скажем так. На какую тему конкретно мы можем лишь догадываться. Чем это закончилось, я информацией, к сожалению, не владею. Чего не Вот. получили в конечном итоге, было ли, что было, как было. Но меня больше всего заинтересовало то, что Башкортостан находится, я так понял, на первом месте, да, среди числа задержанных людей, которые пришли. В лидерах, ну я не знаю, видишь, Да. опять же, трудно говорить за всю страну, но тот же «Дождь», например, озвучил Уфу среди именно лидеров по количеству задержанных, да, при Да, возложении но цветов. ведь это, наверное, именно в региональном смысле еще и говорит о том, что очень многие пришли. Не во многих регионах столько задержанных, значит, наверное, и пришли больше в Башкортостане. И мне это интересно с точки зрения того, что, конечно, какое-то комьюнити людей, которые до сих пор там тихонечко, может быть, но переживают, поддерживают что-то искреннее, доброе, хорошее. Вот никто из них там не был. Они все уже все поняли, и никто из них вот так вот подставляться не хочет. Потому что, ну, сам понимаешь, да, тут лучше сохраниться как будто бы и что-то делать полезное другого рода. А это какие-то люди, которые, возможно, не смотрят аспекты, да, возможно, не относятся к каким-нибудь там, не знаю, либертарианцам, рассветам, гражданским союзам и так далее и тому подобное. Это какие-то люди, но они все равно вот находятся, и это очень интересно. Вот, потому что иной раз казалось, что у нас в Башкортостане с этим, конечно, беда. Ну вот.
Да, тем не да. менее, постоянно где-то находится. В этом смысле, конечно, такие события вдохновляют, такие люди вдохновляют и придают определенных сил, безусловно. Так, в чате что у нас? Вчера лебезил Ленаре, аж слюни текли. Продолжение вашим, нашим. Так, ну если не нравится, ну, ребят, я говорю то, что думаю. Вы уж извините. Вот если я думаю то, что вчера говорил про Иванову, ну, значит, я так говорю. Если я думаю иначе, я говорю иначе. Но я не могу говорить так, чтобы угодить всем, значит, подряд. Но если я действительно как бы отношусь к ней с симпатией, как к человеку, как к специалисту на своем месте, но я не могу иначе сказать, ах, все они ублюдки, надо их всех линчевать. Хотя, конечно, за поддержку войны надо, я об этом тоже вчера говорил. Но если говорить про другие вещи, нет, нет и нет, еще раз. Это как раз-таки не вашим и нашим, а это как раз-таки гнуть свою линию, в смысле говорить то, что думаешь. А думаю я действительно по разным людям по-разному. Вот и все. Так что надо как-то к этому, наверное, отнестись с большим пониманием. Я, по крайней мере, так могу призвать вас поступать. Ух, ребята, все, что я могу сказать по этому поводу, что новый министр Ольга Кабанова, я с ее дочкой ходил на свидание. В свое время больше я ничего не могу сказать по этому поводу. Это очень важная деталь, по-моему, очень Активная, любопытная. живая девчонка, вот. При этом, да, она какая-то вокруг Корене есть какие-то девчонки, вот они там бегают, территорию женского счастья какое-то делают, но вот вроде ничего ужасного обычно не происходило на этих встречах, и, собственно, что-то они там как раз женским здоровьем и занимались, и какие-то даже отголоски феминизма там звучали прекрасно, окей. Вот. А насчет Ленары Ивановой, ну вот, понимаешь, сказывается тут немножко просто того, что не со всеми министрами я успел на РБК на том же познакомиться и поработать, и понять. Вот, поэтому я знаю, что многие порядочные люди, честно, к ней относятся с большой симпатией. Вот, при этом есть общая картина. И опять же, да, эта картина, она одноцветная, что все говно. Ну вот она такая. Это вот... Я тоже Вот такую позицию понимаю, но... тут припоминают уже вон дома престарелых горящие, и, наверное, можно вспомнить и всякие неоднозначные высказывания там про некачественных женщин. Ну, как раз-таки не ошибается тот, кто ничего не делает в данном случае, очень актуально. Она не боялась давать интервью и эмоционально высказываться. Я абсолютно убежден, что если бы я на ее месте также ходил по журналистам день и ночь, рассказывал бы разные вещи, то тоже бы местами прорывались бы какие-то неоднозначные, скажем так, формулировки, которые потом бы можно было бы подхватывать, вырезать из контекста и, соответственно, мусолить. Ах, какой министр, там, Валиев, значит, неадекват и так далее. Все понятно. А то, что местами где-то в хозяйстве, скажем, проблемы, ну, только хозяйство одно из самых мощных. Ну, нет в региональной политике, скажем так, у региональной власти более обширных зон ответственности, нежели социальная политика. Ведь региональная власть почти ничем не занимается на самом деле, кроме вот социальной политики. И с учетом, опять же, федерального законодательства, отсутствия контроля, могут происходить такие трагедии, какие были при ней. И надо сказать, после этих трагедий она ходила к нам в эфиры и отчитывалась и отвечала на все вопросы, какие только мы могли ей задать. Вот так. Хотя людей, конечно, не вернешь. Да. С личной точки зрения зачастую журналисты, я это много где замечал, чтобы вы поняли просто вообще позицию Руслана и, может быть, где-то там на будущее поймете мою, что открытость, она уже прибавляет очень много лояльности с точки зрения твоего суждения о министре. То есть, если ты видишь, что человек к тебе подходит, если он не юлит, если он пытается ответить, если он как-то тебе, не знаю, открыт и честен, то, конечно, это вызывает определенную только симпатию. Нечего сказать. Абсолютно. Так, о скандале в Казахстане я лично не слышал. То, о чем пишут ведомости по поводу менеджеров Бургер Кинга. Ну, мне кажется, в Казахстане сейчас есть важнейшая история. Это новая конституция, за которую вот-вот будут люди голосовать. И это наиболее важный принципиальный вопрос. И признаки авторитарного такого автократического правления Токаева все больше и больше. Как бы это ни было печально, как бы я ни пытался
А с этим такая надо спорить. остается после изменения Конституции, в смысле, ты хочешь сказать? Там это еще непонятно, насколько я понял. То есть обновляют Конституцию, уменьшается статус русского языка, как минимум точно, а вот что будет с президентом Токаевым, что он там со своим 7-летним сроком единственным сделает, вроде как еще, я, по крайней мере, не понял из того, что та же самая Шульман рассказывала. Вот. Вроде бы он хочет все-таки преемника. Но, блин, все эти постоянные смены Конституции, мягко говоря, тоже доверия не внушают, и оптимизма тоже. Вот. Ну, Такаев сильно изменил Казахстан. И, конечно, много чего хорошего сделал, да. Многие, конечно, недовольны теми протестами, которые были в 22 году, да, в январе, когда немного себя бесчеловечно вели товарищи, которые все эти так называемые митинги. Тут сложно сказать, что это именно прям митинги, конечно, потому что митинги были первыми по поводу газа, да, все, что дальше происходило, это была борьба элит скорее, но там тоже себя, конечно, местные менты вели себя не очень адекватно. А в Казахстане есть проблема с свободой слова и независимым медиа, огромная проблема, их там, по сути, нету. Есть телеграм-канал Орда, есть какие-то еще отдельно взятые какие-то попытки, потуги что-то делать, но маловато. И это при том, что Такаев человек с очень хорошей биографией до этого, да, поработал во всяких таких европейских, я бы сказал, да, институтах, но вот тем не менее, я опять же могу напомнить только в контексте этой новости, что когда я разговаривал с элитой казахстанской, а мне довелось сколько там вот эти вот месяца 4 поработать с людьми, которые в Астане принимают какие-то большие решения, они все меня уверяли, они абсолютно были уверены. Многие из них, как Венедиктов бы сказал, что вот мы под коньячок разговаривали, многие из них были достаточно нетрезвые, но они мне четко говорили, что Такаев сидит с 8-летний срок и уходит, что это другой совершенно тип руководителя, что это вам не Лукашенко, не Назарбаев, не Путин. Подождем, да. Так, по поводу Олега Арефьева спрашивает Азат. Я сомневаюсь, как вы могли заметить, с ноября у нас не было ни одного человека, кто живет внутри. Мы теперь иностранные агенты. Я не то чтобы против, я только за, но я должен всячески предупреждать. Прямого запрета, я на всякий случай скажу, нет. На самом деле есть у нас в России спикеры, которые выступают в изданиях иностранных агентах. Вот. Но это, знаете ли, такие масштабные личности, вроде там какой-нибудь Натальи Зубаревич. Я, например, не готов настаивать, чтобы к нам шли живущие в Башкортостане или имеющие отношение к Башкортостану люди. Так или иначе, это к ним дополнительное внимание будет привлекать. Они и сами это понимают зачастую. Так что Олега с его программой «Аспекты городской среды» на канале у нас мы теперь не ждем, к сожалению. Вот. Ну что ж, дальше. У нас в республике есть, как говорится, опять же, своя повестка, пусть, может быть, не всегда значимая, но все-таки. Вот, например, редакциям башкортостанских местных газет запретили указывать даты гибели участников СВО. Значит, об этом пишут, как правило, анонимные источники, но нам тоже удалось провести свое мини-расследование, и, в общем-то, информация подтверждается. Значит, я больше того скажу. По некоторым данным из мест сообщают, что есть устные распоряжения не просто поменьше писать информацию о погибших, особенно когда речь идет о тех, кто буквально призвался и тут же погиб. В принципе, значит, не писать о них. Репортажи с похорон все реже появляются на страницах районных газет, в частности. Это не то чтобы письменное распоряжение, такого нет. Это в устных разговорах начальство, значит, таким образом регулирует информационную повестку своих подчиненных. Ничего удивительного в этом нет. Я думаю, что всем и так очевидно было, что это так. Но мы на всякий случай вот говорим, что да, это так. Есть как бы конкретные факты. Вот. И, соответственно, информация о погибших при этом все равно, конечно, просачивается через другие паблики, не обязательно районные газеты. Вы видите, мы продолжаем публиковать, наш список растет неуклонно. По сотне фамилий мы в неделю, почти 90-100 фамилий в неделю публикуем. И то отстали, как вы видите. Например, другие издания насчитали уже свыше 9 тысяч погибших в Башкортостане. У нас всего 8200, по-моему,
примерно. Вот. То есть цифры такие уже, что сотня вторая уже, как говорится, так, да, знаете ли, пренебречь, как говорится, можно. Ну, в подсчетах, как минимум. Так что У нас и ресурса весело. должного нет для того, чтобы этим так вплотную заниматься. У нас он очень сильно ограниченный. Вот. И, собственно, нам и новости писать, и эфиры вести, и какие-то еще пытаться деньги где-то на стороне заработать для того, чтобы, собственно, штаны не падали. Еще есть, конечно, желание те же рилсы опять делать, потому что это качало, и я понимаю, что у меня есть какой-то креатив, но опять же нету на это возможности еще и трупов считать. В общем, конечно, сложно, вот, и со временем, наверное, будет еще сложнее вот из-за таких вот рекомендаций, которые я назвал, конечно, не рекомендациями, а, собственно, запретом, потому что понятно, что за такими рекомендациями следует, если их не слушать. Угу. Тут про похищение детей. Значит, кого-то мы выгораживаем, кто занимается похищением детей, если что, имею в виду. Я, конечно, не в курсе, кто у нас детей похищал. Если вы про Иванову, ту же самую. Ну, в общем-то, своими руками не знаю. Я не в курсе, к сожалению. Доброго утра всем чатовцам, дорогой редакции. Пламенный привет. Спасибо большое. Дальше все-таки идем. И надо сказать, что издание «Верстка» насчитало огромное количество жалоб на сбои мессенджера Telegram в минувшие дни. Впрочем, уже сообщили вроде как, что с 1 апреля он будет заблокирован полностью, поэтому что тут удивительного? Но это база же сообщила, это же не они, по большому счету. Ну да, это как бы такая немножечко информация из рук в руки, как бы и сделаны выводы, скажем так, умозаключения из того, что было. Они не опровергли, с другой стороны, да, РК ничего не говорил. Мы типа все сказали, да, и вы типа сами понимаете, что мы тут собираемся делать. Вот. В Башкортостане, в частности, тоже было много жалоб, в Татарстане, в соседнем тоже были. Поэтому вопрос простой. Как вы, друзья, пользуетесь, опять же, в те минуты, особенно когда VPN всякие отключены? Работает ли мессенджер Telegram? Как с этим обстоят? Не понимаю, что жаловаться? Дорогие друзья, ну у всех VPN уже должен быть. Уже все, всем должно быть понятно. И не жаловаться нужно, а устанавливать, находить эти VPN и ставить, и тогда уже не жаловаться. Вот. При этом работает, кстати, все удивительно забавно. У меня есть некоторые люди в Уфе, которые сообщают, что то не работает ничего, то раз вечером зайдешь и работает и без VPN. Инстаграм, YouTube, Телеграм, WhatsApp, все просто раздулье, как старые добрые. Потом раз опять не работает ничего. Без VPN имеется в виду. Поэтому, да, нужно сервисами себя обезопасить. Мы разговаривали с одним из создателей VPN для того, чтобы, может быть, самим тоже что-то делать, но пока что, видимо, много желающих. Очень сложно проткнуться. Вот. Ну а мы продолжаем пока бесплатные варианты распространять. Вот последний раз я напоминал, тут же пара людей обратились и получили от нас инструмент, так скажем, для работы. Поэтому, пожалуйста, делайте это, привлекайте близких, пусть пользуются, пока есть такие возможности. Вот, ну а мы дальше идем. На всякий случай должны напомнить, что в этом году, в сентябре, не только выборы в Государственную Думу, если их так можно опять же назвать, но и выборы в городской совет Уфы. И вот Горсовет Уфы опубликовал проект решения о новой схеме одномандатных избирательных округов к выборам депутатов. Из проекта данного решения следует, что самым большим по числу избирателей станет округ номер 6 в Зеленой Роще. Если раньше он охватывал территорию на юго-востоке района, то теперь в него войдут кварталы от новых улиц Академика Ураксина и Высотной до пересечения Бакалинской и Айской улиц, включая микрорайоны Караидель, Южный и Гурьевскую оптовую базу. Ничего себе, огромная территория, да. Раньше Гурьевская база, там Южная и так далее относились к округу номер 5. Предварительная численность избирателей 6-го округа увеличится с 36,5 тысяч до 47 тысяч избирателей. Вот тена. Если раньше в 5-м округе насчитывалось 62 тысячи, что делало его самым крупным в Уфе, то теперь численность уменьшилась до 45 тысяч
избирателей. На что это повлияет, мы будем лишь догадываться. Наверное, те, кто в теме и кто там баллотируется или проводит какие-то предвыборные кампании, лучше в этом понимают. Но вот зачем-то единороссы в Горсовете Уфы решили перекроить карту округов в городе. Значит, по данным Центра избиркома республики, на 1 января в Уфе насчитывалось около 794 тысяч избирателей. На момент окончания голосования в Горсовет Уфы в 2021 году в списках избирателей входило меньше людей, смотрите-ка, 792 600 человек. То есть избирателей за минувшие 5 лет в Уфе стало больше. Придут ли они на участки, захотят ли они как-то повлиять на будущее города? Иронизируя, говорю я, покажет время. Скоро посмотрим. Новость, конечно, совсем пустая, потому что нужен эксперт действительно по этим вопросам, какой-то, чтобы разобраться в этих цифрах бесконечных. Ничего про это сказать нельзя. Вот. Кандидаты, какая-то молодежь у нас есть оголтелая, которая решила пойти повоевать. Собственно, посмотрим. За голоса имеется в виду пойти повоевать, а не туда, куда, может, кому-то показалось. Вот вопрос тебе, Жень. Тут Гражданский союз упоминает Азат, что он выдвинул кандидатов, да, мы об этом говорили. Позовем ли мы их в эфир? Это же опять вопрос про иноагентов. А можем ли мы их звать в эфир перед выборами? Вы знаете, тот вопрос был еще и в том, что когда мы позвали целую плеяду вот этих вот башкортостанских националистов, я думаю, мало кого обижу этим словом, то после этого еще сложнее стало думать в эту сторону. Я думаю, что нужна, во-первых, определенная пауза, во-вторых, может быть, у меня получится с ними поговорить ввиду там каких-то тех же самых конфликтов. Потому что мы же все знаем, что в Башкортостане местные органы ФСБ, они больше всего боятся, и всякие такие силовики, и те, кто могут наказать этих независимых товарищей, они больше всего боятся всякого рода сепаратистов. И когда у нас с ними более-менее какие-то лояльные интервью, то мы все начинаем думать о том, что, наверное, с этим будет сложнее, нужно немножко, перебздить. Да? И как только будет возможность, я думаю, что ближе к концу февраля можно будет попробовать подумать в эту сторону. Не знаю ее. Многие не ходят, что Кристину Абрамовичу мы видели в аспектах. Нет ни разу, да, еще каких-то деятелей. Это все каждый раз большой риск, большой страх. Но вот таким у нас был 2 или 3 раза. Очень бы хотелось его еще раз увидеть. Кандидатов хотелось бы увидеть. Но пока что я думаю, что опасно все это. Да, от нас ожидать широкого спектра спикеров, к сожалению, сейчас не приходится. Я даже не говорю, конечно же, про каких-то чиновников, которые раньше к нам ходили, а просто про обычных людей, даже оппозиционно настроенных, но живущих в Уфе, в республике. Сейчас говорить не приходится. Хотя двери открыты, если человек хочет, настаивает, мы отказываться, конечно же, не будем, мы только рады, безусловно. Так, что у нас? Тем временем у нас же недавно резонансные события были, да, школьники нападали то там, то сям. И вот из больницы выписаны все пострадавшие после нападения на общежитие медуниверситета. Значит, управление СКР, я напомню, возбудило в отношении подростка, который напал, уголовное дело о покушении на убийство. Значит, после этого события Хабиров встречался с иностранными студентами в медуниверситете, где извинился перед ними за случившееся. В общем, новых подробностей с тех пор мы не знаем, что все-таки там именно было у этого парня, какова его жизнь и прочие детали перестали всплывать, так скажем, с тех пор. Просто должны не забывать, что это событие случилось. Что могу сказать, это очень важно, это реакция аудитории всяких разных телеграм-каналов на эту новость. Я вижу, но не так много, слава тебе, Господи, людей, которым не совсем нравится, что все пострадавшие, они были выписаны, что у них все хорошо со здоровьем. Я ненавижу всякого рода вот эту, особенно межнациональную рознь, разжигаемую с обеих сторон. И со стороны русской общины этих прокремлевских вот этих вот
не будем, да, в эфире материться, ни со стороны противоположного им лагеря. К сожалению, мне иногда кажется, что оба этих лагеря, они не очень хотят видеть у себя этих молодых ребят. Что выражается к тому, что у людей складывается мнение, типа, да, померли бы они уже все. Вот это отвратительно, это ужасно. Я очень рад, что большинство людей, которых я вижу, чью реакцию, она абсолютно положительная, гуманистичная и адекватна. Но бывают прецеденты, вот это для меня, мне кажется, очень опасно, потому что ни в каком виде будущего мы не увидим, если будем, собственно, такие настроения поощрять. Согласен. Так, дальше. У нас недавно ветеран СВО упал, знаете ли, подскользнулся и ушибся, так сказать. И в итоге замдиректора Уфимской управляющей компании «Реформа ЖКХ» оштрафовали за некачественную работу, назовем это так. Это все случилось на крыльце дома по улице Ленина. Рассмотрев акт надзорного ведомства, руководство управляющей компании наказало виновного в случившемся в дисциплинарном порядке. Это целый замдиректора. Вот так вот, друзья мои, на сегодняшний день жизнь и здоровье ветеранов СВО под особым контролем. Так что будьте осторожны, не дай бог, на кого-то не так посмотрите, он пожалуется и потом придется за это отвечать. Это, конечно, не так смешно, как я пытаюсь иронизировать, это страшно, но это вот новая реальность, и мне кажется, ситуация будет только усугубляться. Ну, слушай, с другой стороны, да, человек упал, примут меры. Здорово же. Но, с другой стороны, я не успел вчера эту новость осветить и правильно ее высмеять, потому что действительно, каждый год зимой центральный рынок, я живу на Дом печати, ты идешь, и вот это вот, собственно, как эта улица была? Цурюпа. Цурюпа со стороны центрального рынка. Ну, это же ужас просто. Там был гололед страшный. И каждые минуты 3, там 2, одну на этом гололеде падала какая-нибудь пенсионерка, кричала, больно, потом ее кто-то поднимал, тащил дальше за шкирку от этого подальше льда. И ничего не происходило там из года в год. Ты там полз, все-таки у меня школа была лицей 96 сначала, перед 153-м, и вот эти вот все закоулки, это все было во льдах ужасных. А тут СВОшника пад случился, и сразу кого-то наказывают. Да, здорово, я бы их посылал туда, вот везде, пускай, вот они же работу хотят. Они ходят по улицам и падают где-нибудь на местах гололеда, а потом чиновников будут штрафовать или там бизнес, и они будут устранять эти проблемы. Шикарно. Я думаю, что не сильно ситуация изменилась. Вот Вальмир пишет, что сегодня по всей Уфе гололед. То есть мороз стоит не сильный, но довольно устойчивый. Минус 13, да, по-моему. Ясная погода, и снег накатанный превращается постепенно в твердый гололед. Хотя, знаете, надо сказать, вот у нас тут в этом году тоже зима, как известно. Снег было растаял, я тут хвастался, то, что весной пахнуло. Не тут-то было, снова минус, снова снег лежит, и под ногами тоже, надо сказать, местами утоптанный снег превращается вот в то, о чем говорит сейчас Женя. Вы не умеете систему использовать. Вот пишут о том, что у нас опять гололед. Так найдите этих знакомых где-нибудь, СВОшников, и пройдите с ними по этим. Вот раз вперед пустил человек, он упал, сразу видео сняли, что вот, мол, герой лежит у нас в Уфе, потому что негодяи не могут с гололедом ничего сделать. Придется реагировать. Поэтому пускай как тест-драйв у автомобилей проходит на безопасность. Вот так же у нас СВОшники вместо этих манекенов будут проверять наш город. Да уж. Ничего нового, пишет Наталья. Оттепели и теперь морозы. Ну да, вот оно стандартно все происходит. Так, по поводу Трампа я коротко скажу, что я сомневаюсь, что он сможет себе позволить отменить какие бы то ни было выборы, хотя он, конечно же, хотел бы это сделать, но благодаря устоявшейся системе, скорее всего, он этого сделать не сможет. Хочется в это верить, но я почти уверен в этом, поэтому посмотрим, понаблюдаем. Значит, Трампа два слова, это же прекрасно, то, что происходит с точки зрения того, что демократической партии сейчас, во-первых, они чувствуют крах, что после деда Джо надо усилять позиции, надо вводить новую молодежь. Во-вторых, у них есть полное раздолье того, что у республиканцев действительно большие проблемы. Им нужно
возможно, даже искать человека не из компании Трампа, не Венса, никого бы то ни было еще. Значит, возможно, мы увидим демократа, значит, больше помощи Украине. Все классно же. Абсолютно, да. Так, и что у нас под занавес? Пропаганда. В Башкортостане ветераны СВО готовы служить народу. Вот мы тут иронизируем по поводу того, что они падают и так далее. Оказывается, они готовы служить народу, если что, если кто-то не знал. Конечно же, это заголовок Башинформа. Кого же еще? Дело в чем? Руководитель республики Хабиров отметил, что в начале СВО члены ветеранских организаций и участников других вооруженных конфликтов доказали свою высочайшую эффективность, поскольку они разговаривают с бойцами на одном языке. Почему это означает, что они готовы служить народу? История умалчивает. Потому что Хабиров служит народу, поэтому они тоже, раз на одном языке, значит, тоже готовы. Ну, тут даже, наверное, тогда цитировать дальше не буду, просто задамся риторическим вопросом. Почему, интересно, считается вот властями нынешними, Хабировым лично, что народу непременно должны служить, уж извините, алкоголики, тунеядцы, рецидивисты, убийцы и прочие асоциальные элементы? И каким образом он представляет себе службу народу вот этих вот товарищей? Потому что я готов присоединиться к общему антихабировскому дискурсу. Ему насрать на собственную республику и на собственный народ, вот уж точно. Несмотря на все наши попытки не то что его оправдать, но сказать, что фигура, мягко говоря, мелковата, но вот эти все «мы в строю», «никто и ничто не выбило нас из седла», перед нами новый фронт задач и большой объем работы. Я так понимаю, это вот из числа цитат данного товарища, но мы все помним его речь огромную, как минимум, да, которая была абсолютно саблезубая, клыкастая, ужасная, и, собственно, потом начались все эти нападения, все эти шутинги, и вывод, я вижу, сделан. Еще больше надо, еще больше милитари, нам ее не хватает. Пока народ, собственно, бегает с иглами в торговые центры для того, чтобы налопать себе шаров, или, вот вряд ли Руслан это сильно освещал, но вы видели ажиотаж в Уфе вокруг концерта Филиппа Бедросовича Киркорова? Никогда я такого не слышал, не видел. Народ побежал на этого Киркорова. Сколько сторис я видел в Инстаграме. Киркоров! Вот снег послушать. Это же какая-то радость у людей. Я согласен с Лилией Курамшиной в этом плане. Людям грустно и печально. Она не сказала слово «война», естественно. Лилия Курамшина не дура, да, и работает понятно в какой сфере. Но, кстати, никогда не было замечено, по-моему, а может, что-нибудь она и провела пару раз, ну ладно. Мероприятие на площади Z вела еще как. Да? Но не людоедка она, насколько я знаю, в личном. Они это умудряются легко совмещать. Вообще-то гимн России написала инстасамка, мы все знаем. Но, тем не менее, вот она права абсолютно, что людям надоело все это, что людям нужно больше веселиться и больше как-то вот их пытаться вытащить из этого дискурса. Ну, Хабиров настолько залезал задницу своим федеральному руководству, что не замечает собственное население и не замечает его настроение. Никто в Башкортостане в здравом уме не хочет, чтобы ими руководили СВОшники. Никто не хочет. Потому что даже люди, симпатизирующие СВОшникам, прекрасно понимают, что эти люди вернутся с ПТСР, что они не вполне адекватны, что наши так называемые герои, многие из них бывшие зэки. Ну, надо быть идиотом, чтобы этого не понимать. Ну, тут добавить совершенно нечего, конечно. Именно так. Тут предлагают Сагита Исмагилова в эфир. Я вроде сегодня дважды уже повторил, что есть сложности по поводу эфиров с теми, кто проживает в Башкортостане. Вот, а вы продолжаете. Но я вас понимаю. В смысле, мы не против, конечно. Можно предложить. Так. Ну что ж. Все, кого слушать на нынешней эстраде спрашивают.
Так вопрос в том, что это совсем как эта молодежь была, вот прям кардинально. Молодежь там людям лет 23, и 23 года назад и Киркоров уже не первое десятилетие был на сцене, а все вот дождь или, господи, снег, да, и это забавно было. Просто находясь сколько уже лет не в России, я-то помню другую Россию, которая на Киркорова ходили, только бабки. А теперь, оказывается, вот у нас Татьяна Буланова, Филипп Киркоров. Прям песня года 1995 практически на дворе. Поэтому да. Да, там же «Золотое кольцо» Кадышева и так далее. Ну, может быть, есть в этом какой-то глубинный смысл, не знаю. Ну что ж. Так. Тут почему-то Венедиктова, Корзуна вспоминает, Опа, Руслан, у видимо, нас победитель. позже, видимо, присоединился. Ну что ж, друзья, мы закругляемся. Благодарим всех за внимание, благодарим всех за участие и напоминаем про необходимость написать лайк, написать, точнее, комментарий и поставить лайк. Срочно желаем всем необходимо. хорошего. Завтра ждите. Я так понял, интервью у нас пока нету, хотя у меня было пару идей, но вот а у Руслана аж 3 гостя, которые тянут резину пока. Но завтра Ибрагим Рабах у нас, я думаю, что будет. Он обычно не отказывается. Именно так. Так что со мной встретимся уже в пятницу, дорогие друзья. Будьте здоровы и до новых встреч. Пока-пока.